Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня заряжаемся позитивом, смотрим на пионы и гадаем на любовь, на любовные отношения. Я решила взять такой необычный оракул «Сила животных». И мы с вами посмотрим 4 позиции, характеристику, так скажем, ваших отношений. Это первая карта. Дальше, что человек к вам чувствует на поверхности, что он чувствует в подсознании, какой у него к вам сексуальный интерес, какой у него к вам жизненный интерес и как он будет действовать. Вот такой вот обширный план. И еще и 4 позиции, так что нам есть чем заняться. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Напоминаю, что вы можете также записываться на индивидуальные расклады. Те, кто оплачивает на PayPal, приветствуются наиболее, потому что это наиболее предпочтительный способ оплаты для меня. Так, получается даже вот человеку-то и дешевле, да, если на PayPal. 4 позиции. Давайте распределим наши брошечки. Первая. Вторая – это лягушка с янтарем. Третья. И 4-я позиция. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Напоминаю, что видео это записывается общее для всех. И когда вы выбираете позицию, вы несете за это ответственность. Можете смотреть все позиции. Какая больше резонирует, ту вы и берете, да, на вооружение. Итак, я пока отодвигаю в сторону наши последние 3 позиции. И мы с вами будем начинать с самой первой, да, самой первой. Итак, наша первая брошечка. И первая карта для вас – это основа ваших отношений. Основа ваших отношений – это осел. Ну, вы же знаете этого животного, да? Это животное, знаете, что с одной стороны у него очень добрый характер, а с другой стороны, к сожалению, это животное очень упрямо, правильно? Осел, он всегда проявляет некоторую индивидуальность, и здесь совершенно точно мы понимаем, что ваши отношения нестандартные, необычные, очень интересные, где кто-то из вас может в данный момент упираться на какую-то свою точку зрения, да, вот как, не знаю, рогом в стену, настаивать на чем-то, один упрямее другого. Есть, может быть, некое неравноправие в этих отношениях. Когда мы видим осла, мы понимаем, что кто-то проявляет ослиное упрямство до такой степени, что для второго человека кажется это невероятно глупым. Но также осел, он на себе может тащить очень многое. Поэтому один из вас, например, очень упрямый, а второй тащит на себе очень многое в этих отношениях. Может быть, целый ворох каких-то проблем, трудностей, переживаний. И, естественно, с одной стороны, вам бы поверить высшим силам, довериться им, что все у нас для опыта, что все у нас для жизни, да, что душа пришла в эту жизнь какой-то опыт познавать. Но имейте в виду, да, что если вы в такой стадии отношений именно по карте осел, вам бы нужно сделать уже выводы, да, вот в этих отношениях и идти куда-то дальше. То есть, если на этой карте долго зависать, это приводит к тому, что каждая сторона может страдать на самом деле. То есть, вот такие очень необычные, нестандартные отношения, да, где, получается, есть перевес то в одну, то в другую сторону. Хорошо, давайте посмотрим наши следующие карты. Мы с вами договаривались на несколько вопросов.
Что человек к вам чувствует на поверхности, лягушка? Что он чувствует к вам в подсознании? Да, теперь смотрим в подсознании, что чувствует. Лиса. Дальше, значит, какой у него к вам уровень сексуального притяжения, да, смотрим. Уровень сексуального притяжения, ну, обычно козерог так обозначает, да, ну тут козел. Дальше. Психологическое притяжение или, ну, как сказать, жизненное притяжение, да, смотрим. Ага, курица и петух. И последняя карта, вот давайте немножко подвинем. Действие человека в ближайшем будущем или в загаданный срок. Последняя карта наша, да? Кобра. Кобра. Ну, вы знаете, учитывая вашу первую карту, в принципе, я здесь даже какую-то логику просматриваю. Потому что вот что человек демонстрирует в чувствах, да? Это лягушка. А лягушка в этой колоде – это карта исцеления. То есть человек через вас, через ваши отношения – исцеляет свои старые душевные травмы и переживания. Понимаете? Конечно же, что уж тут хорошего, потому что ну, он вам, с одной стороны, внешне очень благодарен, как бы получается, да, за то, что вы у него есть, за то, что он исцеляется через вас. Вы для него целитель, вот самый настоящий целитель, да, вы для него человек, который как является отдушиной. Но вы-то что получаете взамен? Вот в чем вопрос. Целит ли он вас в ответ? Ответьте мне на этот вопрос в комментариях. Есть ли у вас исцеление через эти отношения, а не только у этого человека исцеление, да? Не только у него исцеление должно быть, а еще и у вас должно быть исцеление, правильно же? Вы должны как-то и друг друга бы исцелять. Помогать друг другу, должна быть какая-то взаимность, должно быть какое-то вот такое вот чувство, да, что ну, некоторого обмена энергиями. Соответственно, если это что-то одностороннее, то есть человек видит через вас исцеление, человек ну, радуется, ну ничего себе, на кого я тут напоролся в жизни, да, что для меня все делают, а я могу проявлять себя, как я хочу, то что уж тут для вас-то, да, приятного. Получается, человек понимает, вот через ваши отношения он может больше себя в жизни не осуждать, он может себя больше в жизни не травмировать, да, а жить припеваючи, потому что у него, видите ли, вы теперь есть, правильно? Ну так выходит, вы у него есть. И что у него в подсознании? Так это лисица, правильно? А лисица – это карта самопознания. Она, по сути, показывает, что у человека в подсознании все равно проходят психологические травмы, переживания, разочарования прошлой жизнью, да? И, соответственно, если оно у него так вот все происходит, он исцеляется через вас, но медленно, да, медленно. Он не так быстро, он может себе пудрить мозги, что он через ваши отношения исцеляется. А на самом деле он периодически сталкивается с тяжелыми психологическими своими вот переживаниями прошлого и травмами. И когда он так сталкивается с этими переживаниями и травмами, он становится, скорее всего, грубоватым, упрямым, противным по отношению к вам. А вы, видите ли, должны это все терпеть, да? А почему вы должны это все терпеть? Почему бы вам не жить взаимно? Вот в чем вопрос. Конечно, человек хочет через ваши отношения подсознательно познать себя и разрулить, да, все свои психологические травмы и переживания. Заметили, как же все концентрируется только на нем любимом? И опять же, я задаю вопрос. Когда мы начнем любить вас? Когда мы начнем ценить вас? Когда мы начнем вам дарить подарки, оказывать знаки внимания вам, да? Может быть, у вас должен быть другой человек, который вам все делает, который беспокоится, какие у вас психологические травмы, и как бы их теперь излечить, а не чтобы вы кого-то лечили. И карты говорят, что у человека
ну как сказать, да, с одной стороны запущен процесс самоисцеления, запущен через ваши отношения. Что будет, когда он исцелит свои травмы? Вот в чем вопрос. Он активен сейчас в плане самоисцеления. Он может все-таки разобрать постепенно, да, через ваши отношения, свои внутренние переживания и избавиться от них. Будет ли он благодарен? Будет ли он по-прежнему с вами? Вот в чем дело-то, да. То есть мы же знаем, лиса — это все-таки лиса. Лиса — это дух притворщика. Лиса — это дух актера или человека, который носит маску. И когда мы видим нашу замечательную лисичку, мы понимаем, на чем-то притворяется, как будто, да, в чем-то притворяется, в чем-то этот человек может пудрить вам мозги, по-русски это сказать. Хорошо, а сексуальное влечение? Меня козел честно порадовал. Я даже, конечно, и посмеялась, да, но меня козел порадовал, потому что там, кто как не козел символизирует некое сексуальное увлечение. Животное ярко говорит о том, что загаданный человек к вам все-таки испытывает физические притяжения, влечения. Это в отношениях не на последнем месте, а скорее даже на первом. И я считаю, что если оно есть, то можно преодолеть большую часть проблем. Вот. Пусть он там исцеляется, допустим, да, если он вам так нужен, вот этот человек, да, но просто затягивается тот момент, когда все вам, да. И, конечно, когда мы видим вот такого козла-козерога, или как сказать, мы понимаем, что вот у человека новый этап роста в сексуальной связи с вами. То есть он как-то через свое сексуальное притяжение к вам познает что-то интересное, новое, увлекательное, захватывающее, да, может, нестандартное. Я считаю, это хорошо. Он старается через сексуальные отношения с вами оставить позади свое прошлое. Во вчера мы никогда не вернемся. Человек начинает это понимать. И, естественно, он выносливый, он сильный, да, козерог, козел. И он готов работать, а значит, он очень выносливый в постели. Он готов в постели над собой работать, над отношениями сексуальными работать, да, и добиваться успеха, чтобы долгое время оставаться в сексуальной активности. Я считаю, хотя бы какая-то выгода в загаданном человеке должна быть. Здесь она присутствует. То есть человек может быть так сексуально силен и напорист, да, проявлять даже какое-то рвение, страсть, а может даже чуть-чуть агрессии. Некоторым женщинам, да и мужчинам, там, если вы на женщину гадаете, это нравится все-таки. Но было очень смешно, когда жизненная привязанность, жизненное притяжение к вам, психологическое притяжение — это курица и петух. Это очень смешно, потому что это уже как бы совсем другая история, да. Человек понимает, вы можете быть семейной парой, в принципе, и у него есть жизненное притяжение к вам. Но петух и курица само по себе смешно, да, что это как бы это такое все самобытное, деревенское, как будто бы. Может быть, человека-то и влечет в деревню, да, или, может быть, влечет, вы знаете, жить в своем доме, в своем курятнике, как говорят, заниматься хозяйством, фермерством, что-то такое, знаете, вот, сельское, в стиле кантри, или иметь бизнес, связанный, может быть, с этим. Там, с землей, с огородом, с фермерством, с разведением скота, с птицей. Почему бы и нет? В общем, он как считает, что вы друг другу, как петух и курица, невероятно подходите, да? Можете вместе жить в одних и тех же условиях, у вас схожие жизненные интересы, вы можете создать общее гнездо. Конечно, карта обновления. Человек считает, что через ваши отношения он может перетрясти свой быт, да, и как-то провести даже инвентаризацию своей же собственной души. Человек хочет заменить негативные образы позитивными образами в жизни.
Вот то, что он считает, вы друг другу подходите, да, это уже говорит о том, что он может создавать с вами семью, серьезные отношения, но душевно он не до конца открыт. Это мы видим по первым картам, да, душевно он не до конца открыт, сердечно не до конца открыт, ну, понятное дело, из-за его старых травм, из-за его психологических травм, переживаний, может быть, его оскорбляли, может быть, его мучили в прошлом, правильно? Вот, но ему бы хотелось быть дружелюбным, ему бы хотелось быть веселым. Он хотел бы поменять отношение к себе и другим по петуху и курице. И, естественно, главное, чтобы не делать из мухи слона. Ну, то есть не вестись на любые провокации от судьбы. Человек это уже понимает, но еще пока ведется. Он может быть довольно вспыльчив. Потому что как только судьба к его наполеоновским планам там, завести совместное хозяйство посылает хоть какое-то малейшее испытание, этот человек начинает сразу же пылить. Ну, это как любой петух, да? Начинает сразу же хлопать своими крыльями, распушать хвост, там, не знаю, нападать, драться. И я считаю, что, конечно, такой человек слишком импульсивный, он много не выдерживает, хотя знает, что, ну, по опыту своему, что ему не раз за это прилетало в жизни, и что уже пора остепениться. Он везде видит недостатки, ошибки, и, ну, хочет поменять свой образ мышления, но это трудно. Каждый раз он натыкается на себя самого, и его негативное мышление работает против него, и он очень хочет, допустим, да, чтобы это все изменилось, и он бы, наконец, ну, как-то взял себя в руки, да. И он знает, что через вас вот он исцеляется и может брать себя в руки, но просто это, конечно, всегда очень долго и медленно. Ну, когда двое человек встречаются, они же медленно проходят совместную там трансформацию, например, и так далее. Вот так-то. И последнее. Мне в действиях не очень понравилась змея. Кобра. Кобра, конечно, животное благородное, я вам так скажу. Но сама ассоциация со змеей. Змея подколодная, хитрая, злая, да, шипучая. Что это за действия такие? Человек в загаданный срок или в ближайшее время может вести себя как настоящая кобра. И я считаю, что ждите от него, ну, как будто бы, когда он психует, горячится на вас, нападает, выясняет отношения. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, он может давать по этой карте отношениям возможность для развития. Но это развитие, оно идет через какие-то выяснения. Ну, то есть, человек импульсивный, да, змея, она тоже до поры до времени лежит клубочком или прячется в кустах, а потом раз и начинает шипеть, да, вспыхивать, нападать, раздувать свой капюшон. И вот, понимаете, вся суть в этой карте в том, что он мог долгое время о чем-то молчать, и потом он это выскажет. Но когда он это выскажет, когда он начинает расставлять точки над «и», это и дает возможности отношениям, потому что пока этот затык был, это мешало отношениям, явно мешало. Конечно, у человека может быть в сердце тоска, печаль из-за того, что что-то его не устраивает. И когда он начинает это высказывать, оно потихоньку растворяется. Но я бы не ждала по этой карте сейчас хороших там любовных отношений. Я бы ждала выяснения. Пусть оно произойдет, и у людей наступит и само по себе улучшение в отношениях, потому что они все наконец-то выяснили. Ну вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Мы будем рассматривать чуть ли не под микроскопом ваши отношения. У нас лягушка, вторая позиция, с янтарем. И первая карта – это суть ваших отношений на сегодняшний день. Да? А какие они? Ну, черепаха. Хоть она и морская черепаха, да, но она черепаха.
Это значит, что это могут быть отношения двух умудренных опытом людей, но которые никуда точно не торопятся, или, по крайней мере, один из вас, как черепаха, действует в отношениях очень медленно, и как будто бы он еще думает, а развивать мне эти отношения или нет. И, конечно, это заставляет вас задуматься, а хочу ли теперь я, да? Потому что, ну, сколько можно тебя ждать вообще? Сколько ты еще будешь тележиться? Вот. Часто одна половина пытается подгонять другую половину, потому что та половина что-то как-то не шевелится. Черепаха может, конечно, чаще всего именно очень медленное развитие или даже застопорение отношений показывать. Ясно же дело, да? Ну, а люди, они в личной жизни собаку съели, судя по этой карте. Каждый из вас уже был в отношениях, скорее всего. И раз, либо опыт родителей перенимает, да, и раз чаще всего вы были в отношениях уже, да, ожигались, и применяете свой опыт на этой связи. Соответственно, даже вы можете не так торопиться развивать отношения, а человек-то и подавно, особенно если он мужчина. Если мужчина уже в отношениях ожигался, то, естественно, он все время смотрит в прошлое и пытается не повторять своих ошибок. Такой человек не стремится скорее в брак, например, или совместные жизни. Да? Черепаха, она показывает некую защиту все-таки. Есть такой момент, что друг до друга вы проделали путь. И теперь у каждого из вас есть броня, да? Броня от психологических травм, переживаний, ошибок. И приходится, терпеть, может быть, слишком медленное развитие отношений, но самое главное, чтобы не было очень больно. Вот. Каждый из вас, скорее всего, боится боли. И каждый из вас боится соблазниться, может быть, еще и кем-то другим. Хочется погрузиться как можно глубже в эти отношения, в их эмоции, внутренние какие-то переживания. Но вот именно погружение каждый из вас и опасается сделать, да? Опасается. Ну, я бы тоже опасалась, конечно, опыт он давит на любого из нас. Хорошо, давайте посмотрим остальные наши вопросы, которые я в начале видео говорила, но я их сейчас повторю. Не каждый смотрит начало, да. Так, что человек чувствует на поверхности? Ну, дятел, я так понимаю. Птишка. Что у него в подсознании по отношению к вам? Корова. Теперь смотрим следующая карта. Сексуальное влечение, уровень или, как сказать, совместимость. Как он считает? Ой, котик. Или тюлень, да? Тюлень, наверное. Так, следующая карта. Жизненная совместимость, психологическая. Единорог. Волшебство прям. Хорошо. И действие человека в загаданный срок по отношению к вам. Или в ближайшем будущем просто. А вот тут, смотрите, тут вам очень необычная карта выпала. Вот она настоящее волшебство, такая интересная карта. Она, видите, даже не показала какое-то животное. Карта чистоты, белая карта, чистая карта, да, как называют. И по этой карте возможно абсолютно все. Но мы ее разберем потом более подробно. Давайте все-таки начнем с нашего дятла, да. Интересно, ну или с птички. Она показывает воображение, она показывает сильную впечатленность, может быть. Вот как будто бы человек выглядит нежным, любящим, не знаю, чувствительным, заботливым, что ли. Или просто такое ощущение, да, что он показывает свою любовь или очень хотел бы, чтобы вы в нем видели любящего человека. Этот человек хочет через ваши отношения построить свою жизнь иначе или настроить свою жизнь так, как он всегда мечтал. Это первое.
Второе, человек все время мечтает, воображает и передает, может быть, свои мечты энергетические или даже технические, ну, как сказать, при разговоре вам. Карта, она больше раскрывает чувства, чем черепаха. Вот реально. Черепаха — это все-таки больше основательность, медленность, медленное развитие. А дятел — это болтовня о том, как могло бы быть или как оно будет, но где действие, да, вот в чем вопрос. Человек хочет начать с вами с чистого листа, он может об этом говорить, да, и, мол, выражать свою любовь, но нужно как можно больше проявлений на самом деле. Потому что когда мы просто там стучим по одному месту, ничего кардинального не происходит, того, что нужно человеку. И я считаю, что ему нужно переходить к более активной фазе отношений. Или, если вы оба не торопитесь, значит, все пусть идет своим чередом. Дальше мы видим в подсознании корову. Корова показывает великие благословения. И человек подсознательно считает, что вы для него настоящее благословение в жизни. Что он достиг какой-то такой фазы жизни, что вы у него есть, да? Что раньше, допустим, в каких условиях этот человек жил или как он действовал в жизни, он не мог бы достичь того, чтобы у него были вы. И опять же, это говорит о его каких-то глубоких чувствах. Они у него есть на поверхности, они у него есть в подсознании. Но корова более основательное животное, чем дятел. Это не просто какое-то воображение, это некое удовлетворение жизнью, это прорыв в жизни, что ли. Корова — это всегда великая богиня, да? В индийской культуре и во многих других. И получается, что человек как-то вас подсознательно боготворит. Он очень сильно к вам привязан, он ни за что не хотел бы вас отпустить, понимаете? Получается, он считает, что вы для него божественный источник, и что он может питаться энергией от вас, но и делиться энергией с вами. То есть он готов что-то делать для вас в будущем. Не прямо сейчас, допустим, да, если вы оба переживаете за развитие отношений быстрое, там, допустим, каждый из вас боится чего-то скорого, да, но в будущем этот человек совершенно точно согласен и собирается действовать в вашу сторону более основательно, активно и отвечать за вас. Все-таки, говорю, корова, она в подсознании открывает целый кладезь глубоких чувств, более серьезных чувств, чем озорная карта дятла или птички, да. Птичка, что легко порхает, стучит там по дереву. Все-таки больше, да, иллюзий какой-то. А корова нет. Корова, она стоит твердо на земле, она такая тяжеловесная. И понятно, что, конечно, корова здесь показывает любовь. Вообще корова для многих людей это как мать земли, да. И для индейцев буйвол, буйволица, и для индусов, и для многих других. И я считаю это, в принципе, правильно, потому что есть в духе этого животного что-то такое невероятное. Если вы подойдете к животному, погладите его, вы это тоже увидите. Есть не обязательно, да? Можно поговорить с животным, посмотрите в глаз. Обычно в оба глаза нельзя посмотреть одновременно. В глаз посмотрите сбоку. Вот, и вы поймете, о чем я говорю. Хорошо, если мы смотрим дальше, мы понимаем, что вот сексуальное это влечение здесь немножечко страдает. То ли котик, то ли тюлень валяется себе по тюленье, и у человека, возможно, сниженное либидо. То есть не к вам, а по жизни. Понимаете, о чем я, да? Человек доверяет себе, но у него больше самоуверенности, чем на самом деле пороха в пороховницах. Вот так, наверное. Он сексуально, интуитивно к вам тянется, то есть у него есть притяжение. Но
Вот лень, может быть, так вот сильно уделять много времени сексуальной жизни. Вот так могу сказать. Поэтому да, он в этом смысле доверяет себе. Мол, когда меня потянет, тогда я и пойду в сексуальную связь. У человека было в связи с сексуальной жизнью очень много разочарований, предательств. И он хотел бы исцелить это все. Он нежный, он любящий, но он не активный. И если вы не можете с этим смириться, вам лучше пересмотреть отношения. Потому что он даже сейчас может быть, допустим, активный в этом плане, но в течение последующей жизни с ним вы это поймете, что этот человек на самом деле довольно-таки по тюленье готов лежать, отлеживаться, лишь бы не работать в плане сексуальной жизни, развития сексуальной жизни. Я считаю, что он такой больше неженка, знаете, такой вот, как сказать, подарить добро, любовь, там, поцеловать. Это у него есть обнимашки, это тоже может быть. Ну вот не то, что вот он как жеребец такой, ну это разве жеребец вам, ну как бы. А вот если это женщина, вот кого вы здесь загадали, вот очень похоже. Пассивная сексуальность такая. Угу. Больше нежность, забота, но не скачки какие-то. И да, у него есть к вам притяжение, но это оно какое-то вот такое вот, ну такое вялотекущее такое, и больше как именно выражается в контакте, там, прикосновениях, там, разговорах, там, взглядах, может быть, что такое. Жизненное притяжение, да, именно как человек психологически, может быть, или как жизненно к вам привязан. И вышел у нас единорог. Я не могу. Единорог. Вот единорог это вообще потрясающе, потому что, ну, как бы, эта карта благословения, да. Ну, никогда не подойдет единорог грязными душой людям, там, да, или у которых есть грязные намерения, вот так, да, или там гадкие какие-то мысли. Единорог, он подходит только к тому, кто чист душой, кто кристально чистый, честен, вот так. И, мол, человек-то вас выбрал для жизни, потому что вот вы вот прям так идеально в этом плане соответствуете, что вы настолько прозрачны, вы настолько тонки, вы настолько душевны, да, как он считает. Я не знаю, как правда. Но вот он вас очень уважает, он считает, что кроме вас, ну как бы, а кто еще вообще, вот, в принципе, в жизни-то, кто еще? Вы для него золото, вы для него волшебство, вы для него, не знаю, там, человек с чистым происхождением, дитя света и любви. И, соответственно, он считает, что, может быть, вы обладаете какой-то магией, да, магией. Ну, знаете, есть такая естественная магия, я не говорю, что вы там ведьмак или ведьма, там, нет, а вот такая естественная магия жизни. Соответственно, вот мы с тобой в этом похожи, вот я такой весь мистический, и ты тоже. Поэтому у вас черепаха первая и выпала, да. И вот по поводу этой карты. Ничего не может быть невозможным. То есть в этом мире возможно абсолютно все. Вот карта такая, да, чистая карта. Абсолютно все можно. И человек как будто бы что-то как бы такое будет делать в вашу сторону, может быть совершенно нестандартное. Может он начнет с чистого листа. Может он перед вами душу откроет, возможности откроет, что-то предложит, будет общаться с вами более глубоко, поделится чем-то. Вот понимаете, вот в этом суть этой карты, что человек может в вашу сторону проявлять себя не так, как раньше проявлял, и может сделать что-то для вас совершенно умопомрачительное, там, я не знаю, невероятное. Вот. И также эта карта, она просто показывает что-то магическое, происходящее между вами в скором будущем. Ну вот даже не то, что его действие, да, а то, что между вами связь, она станет волшебной, другой, иной. То есть недаром здесь появился единорог.
Недаром здесь появилась эта чистая карта. Как будто бы сами высшие силы говорят о том, что, во-первых, вы будете вместе, а во-вторых, между вами будет что-то происходить такое вот мистическое. То, что между другими людьми не происходит. То есть какое-то откровение совместное. Может быть, духовное развитие. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция интересная получилась. Я считаю, что она такая глубокая. Вот. И я понимаю, что вы можете не видеть пока столько действий от этого человека, сколько хотели бы. Ну, как бы, да, но это не значит, что вы их не увидите, да. Дайте как будто бы ему все шансы для того, чтобы развивать эти отношения дальше. Вы еще убедитесь в нем. Вот так. Смотрим позицию номер 3. Ваши отношения мы рассматриваем. Такой глубокий анализ делаем. Но на оракуле силы животных. Да? И первая карта – основа ваших отношений сейчас. Что там? Баран. По-другому не скажешь, ребят. Честно. Баран он и есть баран. Ой, я вам так скажу. С одной стороны, у меня с Овном ассоциируется, да. Баран, он же Овен, он баран. Это понятно. С Овном, да, ассоциируется сильно. С другой стороны, баран, он и в Африке баран, он как баран на новые ворота смотрит и уже куда-то несется, и импульсивный, и глупый иногда. Поэтому я вам так скажу, что связь у вас довольно необычная. Такая с характером связь. И может быть вы даже этого товарища, которого здесь загадали, называете, ну какой-то баран. Вот, ну, почему нет? Я не говорю, что у всех так. Просто часть из вас, кто смотрит, у них может быть прям именно такая ситуация. Ну какой же ты баран? Мы здесь видим Овна, да, и мы понимаем, что это может быть такая страстная связь, огненная связь. Все-таки, когда есть очень сильная сексуальная привязанность друг к другу, да, и такие отношения прям ого-го какие, идет активность, активная часть этих отношений, идет возрастающее либидо и сила воли, характер, постоянные проявления характера. Могут быть концерты по заявкам, да, могут быть ругания. Может, знаете, как быть на пороховой бочке, да? Сегодня страстные отношения, завтра ругань, потом страстное примирение. И просто постоянно искрит в воздухе. Вот. Ну, естественно, если вы человека разозлите, он будет разбегаться и дыщ с лбом-то своим, рогами-то своими, да. Все-таки в этой карте есть союз, это понятно. Но я говорю, что вот может быть любовь с одной стороны и внутренняя такая сильнейшая связь, а с другой стороны много препятствий, проблем и характер. Ну, дурной характер, а как? Баран, вот вы кто-нибудь, может быть, жили в деревне или ходили на какие-нибудь фермы, знаете, вот такие как контактные зоопарки, фермы сейчас вот можно посещать. Может быть, кто-то из вас наблюдал за бараном или за овцой. Было дело. Вот все-таки это такое приятное животное, очень доброе такое, знаете, отзывчивое. Но не дай бог, если оно вступает в брачный период, и начинают они друг с другом как-то вот так бороться, да. Вот оно разбегается, или его что-то разозлило, да. И вот главное не злить такого, понимаете? Оно как бы, у вас могут быть очень добрые отношения. Главное не выводить из себя. Вот огонь этой связи именно в этом. Главное не выводить из себя, да, вот поэтому Овен здесь. Хорошо, давайте посмотрим ответы на остальные, это наши вопросы. То есть связь у вас понятна, страстная, да? Страстная связь. По Марсу, воинственная планета, да? Итак, его чувство на поверхности, что показывает? Ну, здрасте.
Кто это у нас? Типа птица-секретарь, или кто она там называется-то, как она? Журавль какой-нибудь. И получается так, что чувства-то такие интересные, да? Тут человек, он, с одной стороны, демонстрирует верность, мол, я такой верный, да? Я энергичный, я все-таки к тебе отношусь именно, ну как, с душой, да? Вот он демонстрирует такие чувства, показывает такие чувства. Я на тебе концентрируюсь, да? Я на тебе делаю фиксацию, с одной стороны. С другой стороны, он может постоянно хотеть власти над вами. Это, да? Дальше, значит, постоянно вспоминать вам ваши грехи. Постоянно хотеть что-то изменить в этих отношениях. Постоянно анализировать эти отношения согласно себя, согласно вас. И этим сложно в чувствах, да, то, что он демонстрирует, в этом сложно, потому что он весь такой вот напыщенный какой-то, вот весь такой с хохлом, вот с таким вот у него такой, вот такие вот, да, такие штучки у него такие, он нахохлившийся такой, да, и у него, ну вот есть желание, может быть, вами управлять и сделать все для того, чтобы вы только подчинялись бы этому человеку, помыкать вами. И он это может демонстрировать очень ярко, хотя, мол, вот я же фиксируюсь на тебе, я же отдаю себя тебе, да, то есть он это демонстрирует, я же тебя типа люблю, я демонстрирую тебе свои чувства, но эти чувства, они какие-то, ну, больше острые, агрессивные, что ли, какие-то порывистые, а не такие, чтобы быть, допустим, нежным, там, заботливым и приятным. Нет, он постоянно его кидает, да. То управляю тобой, то ревную, то пытаюсь вспомнить тебе твои же собственные прегрешения. Хорошо, что у него в подсознании? Давайте посмотрим. Паук. Уровень сексуального притяжения по отношению к вам. Рысь. Теперь смотрим жизненное, то есть как психологически он считает, у вас есть совместимость или нет. Кошка. И последнее действие его в ближайшем будущем или в загаданный срок. Птичка. Забыла название, чуть-чуть попозже вспомню. Очень похожа на цветных птичек, которые живут у нас во дворе, да, и типа каких-нибудь сизоворонок или еще что-нибудь в этом духе. И мы сначала перейдем к вашему пауку, да, вот внутри почему у него паук. То есть мы видим, что в сознании у него такой вот интересный там, да, журавль, который, ну, хоть и хочет контролировать, но заявляет о своих чувствах, да, а в подсознании мы видим совершенно противоположное, мы видим паука, и у человека получается так, что есть некоторая двуличность, есть по отношению к вам неполная, что ли, искренность или неполное открытие. Почему? Потому что человек сконцентрирован, скорее всего, подсознательно на своей силе, на своем либидо, на своем авторитете, на своем желании командовать. И это превосходит вообще его умение любить в первую-то очередь. Он как паук, да, он пытается всеми силами заманить вас в свои сети и опутать. Более того, в подсознании у него есть полное желание тоталитарного контроля. То есть этот человек может оказаться даже домашним тираном на самом деле, потому что вот это вот желание контролировать, желание постоянно, где ты, можно я посмотрю твою переписку, кто тебе звонил, да, почему ты так долго была на маникюре и тому подобное. То есть сколько ты заработала, куда ушли деньги. То есть человек может опутать вас вот своими сетями, да, своей паутиной, и вы уже из этого кокона никогда не выберетесь. Человек высосет всю кровушку. Однако есть очень много женской энергии в этом человеке по пауку, и получается, что он
за вот этой внешней какой-то рисованностью прячет свой внутренний мир, который совершенно другой, чем можно было бы сначала показаться, чем могло бы сначала показаться. То есть он прячет какие-то свои хобби, увлечения, он на самом деле более женственный, но демонстрирует всеми силами командный дух. И всеми силами, наоборот, мужскую силу, если вы мужчину загадали, да. Получается так, что он отрицает в себе что-то. И в итоге происходит некая сублимация. Более того, у такого человека может быть сильная интуиция, способности. Он это тоже отрицает, как будто бы. Понимаете, он себя не раскрыл. И начинается агрессия. Агрессия и тотальный контроль, чувство собственничества. Вот я говорю, он как бы демонстрирует, там, я люблю тебя, я забочусь о тебе, да? Но на самом деле у него порывистость происходит от того, что он что-то в себе отрицает. И начинается вот это вот желание, да, желание держать всех вокруг в узде, под контролем. Будьте аккуратны с таким человеком. Его, вот как я в первый раз говорила, нельзя злить и нельзя выводить из себя. Это важно здесь. Хорошо, давайте посмотрим сексуальное влечение. Это наша рысь. Неплохо. Вот честно скажу, неплохо, когда рысь является именно в этой позиции сексуальное увлечение. Конечно, у этого человека есть к вам сильнейшее сексуальное влечение, да? сильнейшая страсть. Да, это страстное отношение. И рысь, она это подтвердила для вас. Человек хочет познать новое в сексе. Человек хочет это сделать именно с вами. Человек хочет раскрыть вашу сексуальность. Человеку интересно. Ему бы хотелось активности, ему бы хотелось быть ближе, экспериментов, ухаживаний. Все-таки это кошка. А кошка, ну я не про эту кошку, а про эту пока что кошку, да? А кошка, она такая мягкая, она нежная, она страстная, она проявляет себя по-всякому. Этот человек может быть совершенно разнообразен в сексуальной жизни. И постоянно с ним не скучно, да, он постоянно поддерживает огонь страсти. И может раз и стать совершенно там нежным, заботливым таким, потом раз резким, порывистым. Понимаете, о чем я? И, конечно, женщине с таким мужчиной не бывает скучно. Вот. Да, тут есть в нем индивидуализм такой, проявляет себя необычно, может быть. И в дух свободы, то есть... Если вы что-то, скорее всего, хотите ему предложить, вряд ли. Он согласится, если его что-то не устраивает. Но если он предлагает, попробуй отказаться. Понимаете, о чем я? Тут есть, да, этот момент. И опять же, кошки, они гуляют сами по себе, и они не зависят ни от кого. В этом немножко проблема, потому что брак, отношения серьезные, совместное проживание, это, естественно, говорит, как бы люди должны зависеть друг от друга. А кошка, она гуляет сама по себе. Мы тут двух кошек прям видим. Что на вашей сексуальной связи, что на вашей психологической жизненной связи. И вот мы перейдем к этой жизненной связи. Как он видит эту жизненную связь? Он видит кошку, а это значит, что люди могут расслабляться друг с другом, им приятно. Они могут быть теплыми друг к другу. По сути, кот — это посланник Солнца и Луны. Поэтому здесь может быть как ночное времяпрепровождение вместе, так и дневное. И это прекрасно. Он считает, что у вас все как бы в гармонии, да. Но ему бы хотелось, чтобы его погладили, ему бы хотелось, чтобы вы к нему проявляли больше именно нежности. Он себя видит таким страстным, ярким, активным, да, а вы более должны быть пассивны, нежны. Он солнце, вы луна, допустим. Вот давайте так возьмем. Мужская и женская энергия. И этому человеку самое главное, чтобы вы вдруг не начали проявлять вместе с ним мужскую энергию, если вы загадали здесь мужчину. Он от вас откажется, не дай бог такое.
И вот эта кошка, да, опять же, дух независимости. Такой человек, он не исключает неверности, он не может исключить неверность в отношениях. Это проблема. Кошки не бывают совсем верными до самого конца, они будут всегда, он будет идти, стрелять глазками, примечать красавиц на улице, чью-нибудь попу, понимаете? И вам это нужно смириться. Вот. Лучше уж не устраивать из-за этого истерику, чем человек бы начал вообще ходить на сторону. Тут как бы постоянная полигамность у него, да, от рождения. Поэтому здесь, да, здесь он понимает, что вы для жизни подходите, что хотелось бы приятных таких отношений, времяпрепровождения. Но не дай бог вы усложните это там все, да, или начнете его как-то пытаться контролировать. Ну, птица в действиях показывает все очень хорошо, потому что человек хочет с вами поболтать. Его ближайшие действия – это проявить себя в плане общения, разговоров, может быть, свидания, обмена новостями. Человек будет какие-то знаки вам посылать, может быть, внимание, там, да, подарки, цветы или просто знаки. Вообще птицы – это посланники небес, и вы же знаете, что любая птица чаще всего приносит письмо, ну, весть, сообщение, да. И это самое главное, что в чем себя человек проявит, это именно сообщение, общение, инициатива, может быть, какая-то к разговору, к обмену информацией, болтовне. И может очень часто болтать с вами в ближайшем будущем. Ну, вот такая вот у нас третья позиция, довольно интересная вышла. Да. А мы перейдем к позиции номер 4. Ваши отношения смотрим. Отношения. И первая карта – суть ваших отношений. Мы тут уже такого рассказывали в последних 3 позициях. Сейчас 4-я. Вот даже не знаю, чего ожидать. Давайте смотреть. Основа и суть ваших отношений – волк. Ого! Ну, на самом деле из всех позиций волк, конечно, для отношений лучшая карта. Лучшая. И понятно почему. Вы же знаете, волки выбирают пару один раз и на всю свою жизнь. Умирает кто-то из них, умирает и второй может жить, но ходить как тень. Интересно. Суть вашей связи либо одинокий волк, да, то есть каждый из вас по отдельности полностью, и еще как бы это нет связи совсем. И второй вариант. У вас идеальные отношения и вечная, светлая, чистая, невероятная, сумасшедшая любовь, когда люди не представляют жизни друг без друга. От слова совсем. То есть вот пока смерть не разлучит вас. Да? Здесь как бы по карте волк может быть полная клятва верности, клятва любви. И все зависит от того, вот, как вы видите глазами-то эти отношения. Конечно, волк может показывать борьбу, он может показывать невероятные препятствия для отношений, сложности. И когда люди вместе проходят ужасные испытания. Но, с другой стороны, разорвать такую связь нереально, да? И испытания, не испытания, но как бы люди как будто бы созданы друг для друга. Только если вы сейчас не одиноки, да. То есть, может, загадали там, не знаю, Арнольда Шварценеггера, а он женат. Вот. Или даже если он разведен, то, короче, не будет отвечать взаимностью, у него уже возраст не тот. Или там еще кого-нибудь знаменитого. Джонни Деппа, который только что пережил ужасный развод. Там, не знаю, самого красивого нашего в мире, этого Роберта Паттинсона. Мы же не знаем, кого вы тут загадываете, да. Там лидер группы, там какой-нибудь или еще что-то корейское, да? Хотя вы в другой стране. Поэтому, да, может быть, вообще загадали кого-то и одиноки сидите там. Ну, либо второй вариант, да, что человек прям не мыслит без вас, а вы без него, жизни даже не представляете друг без друга.
Давайте посмотрим чувства этого человека по отношению к вам на поверхности, что он больше демонстрирует. Так, смотрим. Мышь. Мышь, 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 мышь. Интересно, интересно. Ну, мышь, мышь она такая, да. Ну, смех и грех, как говорится, потому что, понимаете, эти отношения, мы видели, да, что такая верность и все такое прочее, и тут на демонстрации мы видим маленькую мышку. Получается, что может такое быть, что вы знаете оба, что вы созданы друг для друга, но человек еще не выражает это внешне. Все-таки мышь, она довольно скрытная. Мышь, она довольно хитрая, да? И человек, зная, что он не может, не имеет, как говорится, смысла жизни без вас, он может этого не выражать. И, соответственно, чувство на поверхности, да, чувство на поверхности. Человек показывает справедливые отношения, честные отношения. Он может показывать, что начинается какой-то новый поворот в жизни. Он может, ну, как-то, знаете, так общаться, да, общаться, но еще не выражать именно невероятной романтичности, любви, которая должна быть по волку. А она должна быть, эта любовь, понимаете? Должна быть нежность, забота, ну, когда человек оберегает. И получается, что, да, вы как будто две половинки одного целого, но человек не хочет об этом заявлять прямо. Именно поэтому выпала такая мышь, да, как вот как противоположность, может быть, тому, что мы сначала с вами рассказывали. Хорошо. А что в подсознании по чувствам? Ну вот видите, тут у нас кит, по-моему, да? Дальше, значит, сексуальное притяжение, уровень. Тут рыбка, фиш, рыбка. Дальше, значит, жизненное притяжение, да, или психологическая связь. Бобер. И следующее, действие в ближайшем будущем или в загаданный срок. Ух ты, ну тут как типа орел, да? Хорошо, теперь будем анализировать с вами дальше. Тут довольно интересная получается информация. Смотрите, поговорим о нашей рыбине. Как говорят, кит не рыба, так оно в принципе и есть. Так что хвост как будто бы рыбий, да, но это типа то ли млекопитающее, то ли как. И смысл этой карты, да, в том, что внутри, в подсознании человек более к вам расположен, чем он это вообще хочет здесь показать. Карта показывает именно, что человек хочет проявить ответственность по отношению к вам. Он вас глубоко любит, он хочет вас утешать, если у вас что-то случается, он хочет вас исцелить буквально, он хочет быть вашей защитой, он хочет быть вашей силой. И, соответственно, когда мы видим эту карту, мы понимаем, что человеку хочется соединения с вами. Душевного, внешнего, внутреннего, неважно. Вот чтобы, главное, вы были вместе. И тяга по волку здесь объясняется более, потому что вот киты на самом деле тоже выбирают пару на всю жизнь. И это у вас уже второй раз проявляется в раскладе. А это говорит о серьезной заявочке, что, может быть, встретились две половинки, но еще не совсем это понимают друг с другом, да, то есть еще не совсем в подсознании есть, да, но еще не совсем это уяснили вы оба головой. Вот в чем суть здесь. Поэтому человек чувствует на самом деле подсознательно себя с вами, как будто он пришел домой или вернулся домой. Хорошо, смотрим дальше. Мы видим, опять же, тут рыбье царство, да? Ну, так у вас подобралось. В сексуальной связи мы видим вот такую вот рыбку. И это как типа рыба-клоун, вы же знаете, да? Суть этой рыбы в том, что человек очень мечтает. Вот он может слишком сильно мечтать, фантазировать по поводу вас, но это не значит, что это проявится на практике.
Понимаете, человек может вот вашей сексуальной связи придавать избыточное значение, как бы он сделал вот так, сяк, какие-то фантазии сексуальные и все. Дойдет до практики, и это будет абсолютно стандартный секс. Понимаете, о чем я? То есть человек больше проходит сексуальные отношения с вами у себя в голове. Вот, ну, не смешно и грешно, как говорится, я не смеюсь над ним там, да. Я просто говорю, что многие люди так живут. Это правда. Знаете, есть такие даже юмор в Инстаграм, что вот, ой, там я тебя там и так, и сяк часами, там ночами. 5 минут прошло, и все закончилось на практике, да. Вот тут то же самое. То есть человек как будто бы находится на паузе. Человек чего-то ждет, человек фантазирует, человек воображает о вас, человек мечтает, как бы он сделал так или сяк. А где, ну, настоящее, да? Где именно проявление этих отношений? Вот в чем вопрос здесь. Поэтому порох в пороховницах у него есть, но только в его мечтах, да? Дальше, значит, ну, он считает, что вы сексуально абсолютно совместимы, естественно. Это главное здесь, что если вы проверяете его чувства, он полностью на вас настроен. Дальше у нас есть бобер, который, ну, вы проверяете, да, а насколько жизненно-то у вас есть совместимость, то есть человек что об этом думает, психологически, в жизни просто, для жизни, как вы совместимы, как он считает. И вот этот бобер, он показывает состояние между небом и землей. Он показывает, что к своей мечте нужно идти и прогрызаться, что совместное будущее нужно строить, да, плотину нужно строить. И это невероятная сила, это интуиция, это видение, это царство мечты, да, которую нужно воплотить в реальность. И, конечно, когда мы видим эту карту, мы понимаем, что человек знает, нужно строить это будущее, нужно строить эту реальность. Пока это только в мечтах, вы совместимы, вы можете вместе жить, но вам нужно это все как будто бы отстраивать. И еще нужно вкладывать силы в эти отношения. И переходим теперь к нашему орлику. К такому птица с клювом, да, уже такая мощная. Я считаю как, что у вас был запрос во Вселенную, и человек даст вам ответ. Вот так. Может позвонить, написать, позвать куда-то, проявиться, проявить себя более сильно, более мощно по отношению к вам. Человек кружит над вами, человек наблюдает за вами. У него очень острый взгляд, да? И когда мы видим орла, мы понимаем, что человек готов защищать и верить в эти отношения, и в божественное руководство. А сейчас он будет за вами следить и, скорее всего, позвонит, напишет, придет, проявит себя, позовет куда-то и перейдет, скорее всего, в ближайшем будущем в более серьезную стадию этих отношений. Насколько я это здесь вижу. Ну вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, Элайф, Гадание, Заговор, Ритуалы Карина. А для тех, кто живет в России и Беларуси, самое важное подписаться на Яндекс.Дзен Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч!